мне хочется сказать о том, что только что мы пережили новогодние праздники, и только что закончились новогодние каникулы, но все происходит очень стремительно, и вот уже конец января, и уже отшумели основные праздники, посвященные Мандельштаму, которые прошли радиопередачами, телевизионными передачами, какими-то встречами, какими-то лекциями. Вот во вторник будет, то бишь завтра, только корпус не знаю, у нас вчерашний будет читать лекцию в научной библиотеке вот ГУ, завтра в половине седьмого. Милости просим, потому что она самый большой Мандельштамовед. А я хочу немножко рассказать об этом вечере, потому что он у нас особенный, потому что накануне Нового года мы созванивались и списывались, и разговаривали с Сережей Жилиным. Вячеслав Арсергий, к сожалению, был тогда в больнице, и мы запланировали вечер на 18-е творческий Вячеслава и Сережи. Вот. А по плану, по плану Национальной библиотеки, у нас должен был быть вечер Мандельштама. И так получилось, что мы собрались сегодня, имея в виду и творчество Мандельштама, и имея в виду юбилей, который прошел, и желание поговорить об этом, и желание увидеть в нашем уже каком-то таком сформировавшемся кругу, потому что почти нет, к сожалению, новых лиц. Будем надеяться, что в этом году их будет больше. Мы поговорим о том, что такое, ну, если получится разговор, на что я очень надеюсь, что такое поэт, и что такое поэзия, и что такое поэтические учителя, что такое русская традиция, если у нас это получится. Так или иначе, мы сегодня услышим Вячеслава Арсергия, Сергея Жилина. Спасибо им огромное, что, несмотря на договоренности практически прошлогодние, у нас все получилось и все состоялось. Когда мне было 17 и книг Мандельштама не было, а это было, правда, очень-очень-очень давно, это было начало 70-х, мне в руки попалась от руки переписанная воронежская тетрадь, не одна. В общем, у меня был на руках Мандельштам. И я помню, как я практически целое лето сидела в общежитии в рубке. Это было после первого курса. Я сидела, перепечатывала на плотной бумаге Мандельштама. И любовь оказалась долгой, практически на всю жизнь. И объяснение я найти не могу. Потому что мне кажется, что каким бы, может быть, кому-то покажется чудовищным, кому-то несправедливым, кому-то глупым это сравнение. Но когда мы отзываемся на какое-то явление искусства, то мы не знаем, почему с нами это происходит. Это как с духами. То есть ты нюхаешь и понимаешь, вот это то, что тебе надо. Вот тот текст, который тебе нужен. Поэтому для меня нет этому объяснения, потому что на самом деле, мне кажется, поэзия случается тогда, когда, скажу банальную вещь, когда сумма сказанных слов многократно меньше того огромного смысла, который появляется в итоге написания. То есть слов мало, смыслов много. В спокойных пригородах снег сметают дворники лопатами. Я с мужиками бородатыми иду, прохожий человек. Мелькают женщины в платках и тявкают дворняжки шалые. Из самоваров розы алые горят в трактирах и домах. Это 8 строчек. Это Мандельштам. Если мы вот сегодня несем это в себе, да, стихами и может быть, каким-то даже не обязательно большим знанием о судьбе одного из крупнейших поэтов России,
чью биографию, думаю, не сильно подробно изучают в школе. И если останавливать людей на улицах и спрашивать, то я думаю, что найдется и из нашего поколения, и из тех поколений, которые пришли следом, немало людей, которые не очень много про это знают. Но мне бы очень хотелось, чтобы то богатство, которое рассыпано там в трехтомнике, или в том, что переписывают в альбомах, к сожалению, это больше осадов, чем что-нибудь другое, чтобы чтобы этот жемчуг, чтобы эти россыпи все-таки до людей доходили, потому что есть такая величайшая сладость, это наслаждение потрясающей, замечательной, великолепной, блестящей русской поэзии. Судьба подарила мне хорошую дружбу с Валерой Болтышевым, Царствием Небесное. Не зря это вспоминается сегодня. С грустью, конечно, все вспоминается. А преамбула такой нашей встречи была такая. В прошлом году мы хотели с Сережей Жилиным творческую такую беседу по итогам года литературы в Удмуртии провести. Не писательскую такую, Жилина Сергей, а просто по итогам года. И об учителях литературы. Да, и об учителях литературных. Планов было громадье, но я себя не очень хорошо чувствовал. Но я доложился, даже если не будет невозможно, я все равно приду. Говорить очень трудно после Мандельштама. Вы знаете, я сегодня очень много думал об этом явлении, да и всю жизнь, конечно, думается. Так получилось, что в литературе я довольно давно, как мне понялось. В какой литературе? Это второй вопрос. Буквально с 17 лет меня возили уже писатели по районам, по городам республики. Тогда были времена очень веселые. Дни литературы и искусства в районах были. И меня очень писатели любили возить с собой. Я с Бахусом не общался. Вот, и надо было, так сказать, кантарить их после таких встреч литературных, когда уже первый секретарь райкома тост уже говорил, засунув галстук в суп, например, или в бокал шампанского. Ну, я всегда в трудный момент жизни оказывал поддержку нашим писателям. За это они меня прославляли перед публикой. Вот наш молодой талант, вот наш молодой парень, наша поросль вот такая. Прекрасные были поэты, прекрасные, интереснейшие люди. И вот я иногда думаю таким образом. Много с людьми я дружил в литературе, со многими не дружил. Вот. Интересно, а дружил бы я, подумал, с Осипом Эмильевичем Мандельштамом, если бы он здесь был в Ижевске. Что? Вряд ли говорил тяжелый характер. Совершенно верно, вот в этом мы начали. Вот. Как мы знаем, представителей братского народа в Ижевске у нас очень много, нашедших земли обетованные на южном конце Средиземного моря. Вот. И вот я думал, если бы у нас все мероприятия такие, что иной раз приходилось после мероприятий, опять вспоминаю, с Валерой Болтышевым, просто нам не хватало 10 рублей, и мы подняли пол Ижевска, но так и не нашли. И я размышляю, а как бы мы сложились вот отношения с тем же, скажем, Иосифом Эмильевичем Мандельштамом? Вы правы, конечно. У нас бы не было дружбы. Я человек, как говорят, от цахи. Этим я не горжусь, в грудь не бью. Это констатация факта. Я служил в советской армии, закончил университет, учился в литературном институте. И с 90-го года на хлеб родном ушел на свои вольные хлеба. Как говорят у нас, литературная тебеневка. Слово такое есть.
И вот интересно было то, что в фильме, может быть, это так получилось, что многие читали, конечно, по бумаге. И, наверное, это не случайно. Осипа Эмильевича читали. Наверное, это не случайно совершенно. Его не знают. И как писал Максим Амелин, мы с ним долго спорили в Москве, вместе выступали в некоторых аудиториях. Осип Мандельштам был третьестепенный поэт своего времени. И его круг общения был чрезвычайно узок. Это его слова. Мы спорили об этом. Но я, конечно, близко Осипом Мандельштамом не занимался. Знаю, наверное, столько же, сколько, как и вы. А просто о себе я думаю таким образом. Какие были у нас бы с ним отношения? Он родился довольно жил и родился в обеспеченной семье, купеческой. Вот. Нам это, наверное, не понять. Мать была, как я помню, музыкант, да? Музыкант. Да. И сам он с детства учился на скрипке? Да, и на скрипке учился. И вот таким образом определяется, знаете, перенося мост на сегодняшнее время, вы сказали, что это величайший русский поэт. Конечно, с этим нельзя не согласиться. Но на примере Мандельштама я убеждаюсь, насколько сильна, как бы это сказать по-русски, насколько сильна мощь мифологии. Потому что слово звучащее, вот, например, мы сейчас читали прочитали шуточное стихотворение «Улица Мандельштама». Извините, таких стихотворений у покойного Николая Мракина было сотни. Он их писал за одну секунду. Царство небесное. И поэтому говорить о каком-то феноменальном явлении литературного стиля письма Мандельштама, на это мне не хватает великого желания. Можно покружить головой, конечно, сказать, что да. Знаете, опять я сказал о мост какой-то вот перенося сегодняшний день. Вот видите, сегодняшняя русская литература создается разными совершенно группами, не группами, в одиночку, конечно, она создается, но визуально можно ее разделить на несколько групп. Это русскоязычные поэты. Русскоязычным поэтом вот самый яркий образец — это, наверное, Осип Эмильевич Мандельштам. Вот. Что? Это Бродский. Нет, может быть. Мне очень нравится, что вы так живо воспринимаете. К русским поэтам относится, на мой взгляд, наиболее вторая группа. Первая группа, я сказал, русскоязычные поэты. Это, наверное, Осип Эмильевич Мандельштам. Бродского, конечно, без него там не обойтись. Это его хозяйство. Вторая группа — русские поэты. Конечно, там не обойтись, там звездой Рубцов Николай. И сейчас очень интересно, где-то в Краснодаре работает Николай Зиновьев. Такого склада поэты. И есть третья группа, совершенно четкая, не русские поэты. Мы говорим все о русской поэзии сегодняшнего дня. Не русские поэты, кого бы можно назвать, это Кибиров, Вульфикаров, Бахот-Кенжеев, другие, третьи, четвертые. Насколько сильна чучевская волна в тех же стихах Бахота-Кенжеева. Это удивительно. Вот. И снова возвращаясь к литературным нашим страстям, когда во время учебы на БЛК я учился в литературном институте высших литературных курсов, мы с Володей Гуркиным учились рядом в одной мастерской. И самое мощное было
высшие литературные курсы, это уже члены Союза писателей СССР, жили на 7-м этаже знаменитого общежития литературного института по улице Добролюбова. Кто знает, занимается литературой, это здание очень хорошо знает, общежитие литературного института. И вот фишкой нашего выхода, уже члены Союза писателей, уже имеющие книги и так далее, а внизу у нас 6 этажей, 4, наверное, этажа, это были студенты и заочники института. И вот мы всегда выходили со своего этажа со словами: «Мы живем под собой, не чуя страны». Почему это так получилось? Ну, конечно, это был наш юмор. Мы их не особо и чуяли. Но бытование, жизнь, форма определения и так далее. Много слов можно найти. Чувство осязания Осипа Эмилевича Мандельштама в нашей литературной жизни, она была всегда неизбывной. Сколько я себя помню, сколько я встречался с литераторами в разных местах, в России, за границей и других. Мандельштама очень хорошо знаю. А можно вот Да. немножечко, да? Для меня очень важно вот такие встречи в Национальной библиотеке, потому что мы выходим на людей достаточно профессиональных в литературе, да, либо как любители, они очень классно в этом ориентируются, либо как вы, они в литературном процессе. И вот поворот к Мандельштаму, чей юбилей прошел и в принципе был отмечен, все равно это не стало таким всенародным, да, событием. Но вот есть такой момент. Елена Николаевна попросила почитать стихи, вот к этому готовясь, да, и я добросовестно подготовилась. И вот знаете, что я заметила? Вот в январе умер наш известный фотограф Сан Саныч Нелюбин. И родные очень сильно жалели, что он никого из них родных не сфотографировал. А когда мы стали перебирать архивы, вдруг оказалось, что он фиксировал такие моменты жизни, которые мы тоже видели, но мы как-то, как-то проходили мимо этого. А у него был взгляд вот фотографа, который вот жил вот этим. Ему вот эти фотографии, там, родственников, знакомых, да, вообще как бы все равно. Он наблюдал жизнь в каком-то необычном ракурсе. И когда я читала Мандельштама, меня тоже потрясло настолько, что человек на все реагирует поэтически. То есть вот поэтический дар – это не только умение складывать слова в рифмы, да, это умение видеть мир по-другому и на все реагировать. Ну что он там? Ну вот ту же улицу, да, там заметил. Или вот мне очень нравится цикл Аллы Пугачевой песен на мандельштамовские стихи, да, такая трагическая тоже подборка. И как он там начинал про белые лица, белые руки, нежные лица, и в конце жизни появляются такие. Вот. И мне хочется сделать, по сути, пользуясь вот здесь присутствием, да, что такое поэтическое мировосприятие, мы его потеряли совсем, или оно всегда остается, как, например, там, мох, да, в лесу он не особо заметен, но он есть всегда, как бы там его не вытаптывали, он где-то прорастает. Вот. И интересно, конечно, не только там, например, вот, что конкретно там ценят, отталкиваются от Мандельштама, а в принципе он дает вот яркий пример вот такого поэтического жизнепроживания. Вот по сути, мне кажется, вот это очень важно сейчас. И я работаю с молодыми коллегами, очень часто я плачу. Когда вот молодые ребята сдают тексты, да, я прям понимаю, что они вообще книжек не читали, понимаете, да, вот они лепят слова, вот они составляют слова в предложение. Я уж не говорю, что про мысль была. Вот они пытаются констатацию вот эту сложить, и поэтому уникальный эксперимент людей, не читающих, не живущих в поэзии, заставить прочитать Мандельштама, и как вот вы сказали, это отложится, процесс пойдет, может быть, вот какие-то там гены подковырнутся, да, может что-то еще, но вот вы же живете, тоже, наверное, смотрите на мир как-то вот не так, как мы, простые граждане, например, и вот мне хотелось бы, чтобы вот насколько, может быть, мы теряем то, что нам и не нужно, может, это атовизм, умение поэтически смотреть на мир. А может, мы теряем, наоборот, то, что нам потом, то есть, в смысле, мы не потеряем это, и это обеспечит нам генетическое проживание дальше и выживание во всех разных ситуациях, понимаете, да? И Мандельштам в этом плане уникальный пример. Мало того, что он там бурно прожил, имел кучу воспоминаний знакомых и так далее, да? Но вот какие книжки надо читать, чтобы понимать вот эту линию жизни и видеть, что на самом деле что-то вот тут педагоги скинули друг другу, так хреново живется, вот вы сказали, да, учителя, и они сейчас передают друг другу, знаете, это, прочитай письмо счастья, передай товарищу, да, раньше было, а они сейчас слова Стива Джобса друг другу передают, который, умирая в палате, будто бы сказал, боже мой, всю жизнь гнался за богатством и терял вот все другое ценное, да, вот другие есть ценности, которыми надо, там, душа, родные, любовь, вот такие моменты. Вот мне хотелось бы немножко разговор о Мандельштаме, пользуясь, ну, скажем так,
радостью этой встречи и возможностью сразу многих спросить, вот вы это перевести. Вот, давайте с вас начнем. На самом деле, так получилось, к сожалению, я об этом часто пишу, выступаю в центральной прессе, зарубежных изданиях. Я не понимаю, что с нами случилось. Вот когда вот Сергея Есенина мы тут поминали, понимаете, это было прошлой осенью, столько народу было, и всем это было любо и дорого. Сергея Александровича Есенина. Я в прошлом году, я тут рассказывал на встрече, меня приглашали в прошлом году Борис Егорович Иогансон, директор Есенинского музея, туда, в село Константиново. Это на самом деле паломничество. На самом деле паломничество. А вот сегодня вы упомянули учителей литературы и других. Знаете, я совершенно к стыду своему, наверное, я не там ходил, я не встречал ни одного учителя, знающего литературу хотя бы на уровне университетского курса. Наши внуки. Ну, ведь, я не знаю, я не там, наверное, ходил. Вот, потому что я сам был учителем английского языка здесь, в Завьяловском районе. Я не понимал, как детей учить. 45 минут, надо гнать тему, вот такая, сколько тебе дано, и все. И я уже через 3-4 месяца начал понимать, что я тупею. Я не понимал уже, что говорить этим. Вот, и просто уже так вставайте, расскажите 3, 4, 5, 6. Что происходит в нашей литературе? Непонятно. Вы сейчас хорошо знаете, что закон о родных языках принимается. Вот. Он ходит где-то в Госдуме, ну, все уже в Госдуме ходит, чтобы признание и русского языка родным языком, что все обучение у нас должно быть на русском языке. Вот. Почему? Отступиться за учителей нужно. Нет, не надо. Я знаю, я же сказал, я, наверное, не там ходил. У каждого из нас дорог много. Вот, Иосипа Эмильевича тоже дорога очень много было. Он же был в Чердыни, на первой ссылке, да ведь? И вот я там с ребятами пермскими разговаривал, писателями, в частности, вы его хорошо знаете, Беликов. Насколько и другие есть пермские ребята. Я вообще поражаюсь, откуда это происходит. Когда я езжу по России, и я встречаюсь с выдающимися поэтами. И многих из них я просто могу назвать своим списком. Это выдающиеся русские поэты. Но у них происхождение не купеческое, у них происхождение Иван да Марья, они работают в районных газетах, они получают 15-20 тысяч рублей. То есть у них мифологии за ними какой-то идущей не прослеживается. И я все время восхищаюсь, насколько все же богата наша страна. И что же случилось с нашей литературой? В Удмуртии, к сожалению, так получилось, что Удмуртия не является литературно, как-то она не является литературным местом. Почему это так получилось? Я об этом много писал, пытался разобраться. Потому что когда-то я был жгучим брюнетом, и в армии, и в других местах, и люди кавказского и тюркского происхождения ко мне подходили, ассалям алейкум, и мне в связи с этим пришлось изучить татарский язык. Вот, в связи с этим уже вот я и говорю с ними, но потом времена оказались к тому, что я стал блондином. И вот работали в нашей республике прекраснейшие поэты. Я буквально неделю должен был назад выступить в медакадемии. Представляете, Илья Зорин. Совершенно не то, что Мандеш Тама, о нем никто не слышал. Капитан медицинской службы, воевал, кандидат медицинских наук, гинеколог. Прекраснейший поэт. Кто его знает? Никто не знает.
В прошлом году, в конце года, я перед годом литературы, я же человек наивный, пошел в наше правительство и хотел посоветовать нашим властям, что надо год литературы делать. Ведь 1,5 года тому назад, когда было принято решение, что год литературы 2015, я был приглашен на встречу с нашим президентом. Потом я задал вопрос Владимиру Ильичу Толстому: Владимир Ильич, а что за ценз был? Как это выбор производили? Кого вы приглашаете? Мы привыкли, что если регионы приглашают, приходит бумажка, разнарядка в руководство республики или области. Они выбирают близких людей, так сказать, около двора и отправляют. Я таковым никогда не был. Вот. На что Владимир Ильич коротко сказал, и довольно мне приятно, это согрело мне душу. Мы приглашаем тех, кого мы знаем и кого мы читаем. Так вот, знаете, дорогие мои друзья, по литературе вы очень правильно тему подняли. Проблема стоит огромнейшая. Потому что как бы то ни было, даже возвращаясь к той фразе, иногда ее называют пресловутым, она до того уже затаскана, особенно на радио, вот это говорят, поэт в России больше, чем поэт, и так далее, и 3, 4, 5. Я исхожу из предпосылок своего этнического начала. Знаете, когда я моим решением заняться литературным трудом послужило, к моему решению заняться литературным трудом, это послужили просто такие произведения художественной народной словесности удмуртского народа. Представляете, насколько поэтичные удмуртские песни, частушки и так далее, и другие. Хотя я и в русские деревни ходил, я не мог проникнуться великой мощью великого могучего русского языка, потому что все мое воспитание шло на русском языке. Что с литературой нашей сегодня происходит? Знаете, нету минуты, в которой я не думаю, что же с нами происходит, что литературу творят сегодня прекраснейшие мастера, авторы. Но если сегодня в Ижевске будет человек, пишущий, написавший хотя бы 25 стихов или 40 стихов, как Мандельштам, может близко, знаете, его ждет незавидная судьба. Ну что, в журнале лучше публикуется, ни одной копейки не получит. Вот, потом посмеются над ним там. Потом он дальше пойдет. Потом где-то вот соберет бабушкиной пенсии денег, выпустит книжонку свою. Камень будет называться. Да-да. Есть вопросы в журнале «Лучик», публикуются и прочее. Некий молодой поэт, когда Мандельштам работал корреспондентом в газете, это было в районе где-то 28 года, вот некий молодой поэт пришел к нему, скажем так, со своими стихами, и, в частности, с жалобой, что его не печатают. Мандельштам спустил поэта с лестницы с воплями: «А Данте печатали, а Иисуса Христа печатали». Так что Мандельштам был совершенно в том же положении, что молодой поэт в Ижевске. Да, в этом был величайший мастер Ярослав Гашек. Вот, когда мне бывает очень грустно на свете, я читаю Гашека. Страниц 15 не хватает. Но этот роман могут понять только лишь те, кто своим носом нюхал солдатскую казарму. Это там совершенно другой стиль общения. Без собственной мифологизации это невозможно. Ну, из мифов, которые вот... Я, например, совершенно не уверен, что он выкинул этого человека. Но это не говорит о том, что этого не было. Это возможно. Скорее всего, выкинул. Да. Вячеслав, а как вы работаете тогда над мифами о тебе? Да. Когда я был совсем еще брюнетистый, я пришел с армии, выпустил несколько книг и почувствовал страшную грусть. Почему я столько книг выпустил уже, стал членом Союза писателей СССР, это было очень
трудно в те времена, и грош цена тем людям, которые говорят, вот Союз писателей СССР, вот они какие были. Ничего, всегда в Союзе писателей были генералы и пехотинцы. Мы генералами не были. И вот, значит, знаете, почему я столько печатаю, почему хрестоматия моих произведений, и никто, я жил без квартиры, на болоте, район болота, вот, я не коренной жертвен, я завялский. Отца рано не стало, мать, она одна нас 4 воспитывала, ее тоже рано не стало. Вот, ни туда, ни сюда. За мной никого, ни купцов, ни музыкантов, абсолютно. Вот, к тому же я не русский, мир я воспринимаю совершенно другим образом, чем русскоязычные, тюркоязычные люди, абсолютно. Это отдельная тема, можно об этом говорить. И вот я, значит, грустный стою и думаю, ДК машиностроителей были, значит, такие вечера фольклорные, прекрасные вечера. Из района везли такие номера, это чудо, это жемчужины. И русские и татары все шли, вот из удмуртских районов привозили. И я стою однажды грустный, я размышляю, или напиться, или тут поплясать с девушками. Подходит ко мне Владимир Васильевич Романов. Уникальный был поэт. Это имя тоже никому не говорит, а это был выдающийся поэт. Нет, вот. тоже Да, ага, ладно. И потом Слава говорит, что с тобой? Да я не знаю, говорю, что делать. Столько пишу, и богатство не нажил. Никто меня не знает, никому я не нужен. Ну, поплакаться это же милое дело, коли жилетка попалась. Вот. Как это, говорит, я тебе сейчас докажу. Первая часть уже проходит. Он в это время шепнул одному из районных газет журналисту, говорит, видишь, вот так, Слава, говорит, Сергей Сергеевич, да, что-то он, говорит, ногой хромает чего-то. А чего, говорю, случилось? Он же сразу уже почувствовал сенсацию. Так, говорит, Слава какой-то женатый, то есть замужней женщине, говорит, любовью воспылал. И когда, говорит, она была, он пошел ее проведать, а в это время стук в дверь, и он спрыгнул со 2-го этажа. И вот ногой, говорит, хромает немножко. Ёлки-палки, со 2-й части весь зал уже знал, что я спрыгнул с 3-го этажа. И уже с днем десантника меня поздравляют. Ну, не весь зал, наверное. То есть... Вам это было ясно, да? Нет, абсолютно нет. И возникает этот вопрос. Миф. Совершенно верно. Без мифа не творится ничего. Вот у нас по Гальянской дороге лежит камень. Никому не нужен камень. В том села, где я родился. И потом этот камень хотели просто взять на тракторе, председатель Мезень его куда-то выкинуть. А то старику его жалко, этот было камень. И он говорит, вот, говорит, представляете, да как это выбрасывать? Михаил Иванович Калинин, говорит, приезжал вот в нашу деревню, и около камня это ему, говорит, стол организовали, вот тут он сидел. Вот. И все аккурат, как вы можете этот камень такой помнит? А камень большой. А тот испугался и не тронул, и камень по сей день лежит. А дело в том, что в сторону Гальян Калинин никогда не ездил. Он до Завьялова только ездил. Но это стало уже камень Калинина. Все, теперь это обрело миф. Да, и все тоже, литература то же самое. Вот представляете, мифы. Вот поединок Куприна, помните? Прекраснейший поединок Куприна. Между прочим, тоже сам татарских кровей. И он очень, говорит, любил, когда с Бахусом обнимется, сесть, перекрестив ноги. Эта позиция называется бардаш по-татарски. Вот, так сидели на иранской границе в Азербайджане. И вот, значит, это была излюбленная его позиция, одеть, значит, халат, сесть на пианино и кричать: «Я татарский хан, я татарский князь». Ну, кому что. И вот, значит, поединок. Главный герой Ромашов. Вы прекрасно помните это. И рассказывает профессор Богданов с литературного института. Помните, там Ромашов погибает на дуэли. Поединок. И вот так случилось,
один литературовед запомнил мысль такую, видно, ему кто-то Купринский рассказывал, что жил-был маленький мальчик в Москве. И он работал курьером в газете. И каждую неделю бегал к Куприну и прямо с листа со стола носил у него типографию, в редакцию, эту повесть поединок. А случилось таким образом, что Куприн, извините, запил. Последняя глава. Это мифология литературная. Может, было так. Я в этом не уверен, но сказать, что это было так, это невозможно. Потом он пришел и плачет там на крыльце. Что делать? Ему ничего не дали. И смотрит, заходят два господина. Шляпа, высокие. Говорят, мальчик, чего ты плачешь? А у меня, говорит, мама одна, отца нету. Мне 8 лет, я тут работаю вот этим курьером, газету ношу, произведения писателей. Вот Куприн, говорит, должен был последнюю часть завтра в газете уже надо печатать. Вот, а он не дал. Он, говорит, гуляет. Вот купил или чего-то. Ну, да, я так не сказал, но он гуляет. И два господина пожалели этого мальчика. Ты, говорит, тут постой немножко. Или зайди, чаю попить там в комнате у Куприна. А Куприн там шумит, говорит, где-то вот там шум, гам. Человек-то вот шумный был. Вот. Эти два господина сели и дописали последнюю главу повести «Поединок». И мальчику отдали. И рубль серебряный. Все, мальчик, это его работа, все, иди неси. На завтра поединок был выпущен. То есть дописали два неизвестных мальчика господина. Он главную принес, оставил еще последнюю главу. Эти два господина оказались Максим Горький и Андрей Белый. Потому что настолько они вниклись в стиль произведения «Поединок», что вот соединение их общего стиля, это вылилось в Куприна. Куприн почитал через месяц, что они сделали, и ни одной строки не изменил. Это тоже миф. Было это или неизвестно. Теперь мы снова возвращаемся к Осипу Эмильевичу Мандельштаму. Я все время поражаюсь. Вот, мы пришли к тому выводу, что если бы он сегодня был, мало бы кто с ним общался, так же, наверное, как и с Велимиром Хлебниковым. Знаете, мне 6-й десяток лет, я, как многие тут, как Сережа Жилин, как Лева Ротнов, много наших пишущих братьев повидал. И пуговицы летели, и все было. Центральный дом литераторов, когда мы в институте учились, бывало зайдешь, и там обязательно клоп-то где-то и полетит, может, сам вырвешь. Бывало и такое. Но это не говорит о том, что это обычно нормально. Это нормальная ненормальность, к сожалению. Ну, все бывает в жизни. Вот, и в связи с этим а что вы думаете о мифе и Мандельштаме? Вот мне хочется, давайте вместе будем говорить. Потому что погода сегодня хорошая, зима, Татьянин день сегодня. Я думаю, что стихотворение это какая улица, тоже мифология. Конечно. Потому что без мифа, вот, например... А мне кажется, это трагическое стихотворение. Да. Потому что если бы мы не знали, что это Мандельштам написал, мы бы отнеслись к этому по-другому. Абсолютно. Вот если бы мне, например, Слава Коперских или Царствие Небесное, я его очень любил. Николай Мрыгин. Он был очень плодовитый поэт. Я у него вот смотрел. И вот тогда я начал думать, а если бы у него там наверху стояла другая фамилия, ведь это же было облечено уже совершенно другими словесами и совершенно другими отношениями. Вот. Мне очень... Я практически, наверное, я обменялся заместителем директора библиотеки Семенова, красавица, умница, Анечка наша. Вот. Я очень люблю такие небольшие беседы московские. Не в обиду моему Ижевску, я Ижевск люблю. Я самый большой патриот Ижевска.
и считаю, что Ижевск это не литературный город, не в обиду ему. Это наша родина, и надо ее принимать такой, какая она есть. Вот представляете, прошлый год тоже телевизор вот мы смотрим, с моей дрожайшей. Вот все выступили, поздравляли, там и дворники выступили, первые лица. С 6 вечера до 11 часов. Все удмуртское телевидение. Ни одного слова, ни одному писателю, ни одному журналисту, ни одному учителю литературы, никому в год литературы не было сказано. Это не то, что тенденция, это у нас так принято. Вспоминается Олега Хлебникова, как у него было стихотворение: в городе, где не любили меня. Это так, ведь, да? Да, вот Дымы над городом моим, которым не был я любим, в котором терялась нить судьбы моей, и находилась все 3 дней под строгим взором. Здесь было жить почти нельзя, когда ни детство, ни друзья, а вечерами, когда бы не был я влюблен, да не голода, ни вострон между домами. Да. А вот а насчет Мандельштама, Ага. я знаю людей, которые, я вас уверяю, что эти люди писали, и пишут, может быть, даже мир хуже. Я имею в виду уровень, конечно, а не вот лично какое-то восприятие. Тут в дело вступает еще такая штука, которая называется судьбой. Да. А да, есть у каждого пишущего. Я знаю даже в районах, в городах, в райцентрах людей, которые совершенно удивительные. Да, поэты, художники, музыканты. Вступает в действие судьба или не вступает. Доволен человек, вот он, газетчик, причем даже на уровне газет, там, в районной газете, эта судьба может тебя настичь и схватить вот так. То есть это всегда очень большая ответственность перед тем делом, которое ты делаешь. И в жертву не пускается все. Абсолютно все. Или ты отдаешь делу все, я имею в виду самых близких в том числе, и себя самого. И вот Осип Емельевич он отдал. И вот этот уход его в явную публицистику в 30-е годы, ведь человек, получивший, собственно, классическое образование, это же классицистические такие образы. Бессонница, да. Гомер, тугет, паруса, я список кораблей прочел до середины. Да. Я к тому, что это же все вот оттуда, от античности, от средневековья там и так далее. То есть там очень много всего. И вдруг вот этот уход, квартира. Мы живем под собой ничьей страны. Я человек эпохи Москвишвиля. Да. Это же совершенно уход-то непонятен. Это же осознанный уход. Это же выбор. Я знаю случаи, когда человек выскользнул от судьбы. Я имею в виду от поэтов там 60-е, 70-е годы. Там очень многие тогда, кто рано ушел, и все равно их судьба настигала. Ну, Николай Михайлович Рубцов, вокруг него люди. Они как бы потом вот этот отголоски рубцовской судьбы, Каратаев, пожалуйста. Они все как-то не дожили. Да, я был знаком с Каратаевым. Я таких случаев знаю массу. Вот какие-то центры, а ведь литература формируется не только в столице. 20-е годы, Владивосток, 1920-е годы. Владивосток мощнейший центр. Вологда, 60-е годы, 70-е годы. Мощнейший центр. Да, Борис Рыжик, идет Свердловский. Да. А Решетов, пожалуйста, Пермь, Березники. Я встречался буквально в прошлом году, у меня творческие встречи в Казани были. Разим Валеев, прекраснейший татарский, мощнейший. У них череда есть 5-6 таких мощнейших поэтов. Вопрос. А Казань литературный город? Я бы сказал, да. Для меня под сомнением. Казань литературный город. Потому что Державин, Пермь литературный, может быть, я Пермь плохо знаю, но Казань однозначно, потому что я многократно выступал у памятника Тукаю. Да, у Тукаю. Вот единственный раз мы вот это с Приговым и другими, с Энвилем Касимовым, мы честно пытались литературные чтения проводить. И Лев был там, и другие. Но народ не воспринимает, и ты, я народ никогда не критикую, значит, я не смог донести. Потому что такая вот стена чувствуется, а в других городах я ее не чувствую. Еще 1000 раз я буду говорить, я не критикую свой родной город.
Это моя рука, моя нога, все мое телесное, это в моем родном городе. Но опять мы приходим к тому, что власть и другие, вот власть придержащие, есть тоже здесь проблема. У нас никогда не было градоначальника, который бы хотя бы публично прочитал Пушкина. Я не знаю такого. Или вот у нас руководители республики, ведь у них в свое время прекраснейшие были спичрайтеры, поэты. И ни в одном докладе у него никогда не проскользнуло даже цитаты из того же у нас центральная улица Горького была, а теперь Пушкинская. Да. Город сам изворачивался. Да. Совершенно верно. А вот я Сергея хотела реплику бросить. Мне кажется, это все-таки был не выбор Мандельштама, а просто он как бы вот жил, дышал эпохой и был как бы органом ее выражения. Может понимаете? быть, да. Я вот, собственно говоря, это не столько утверждаю, сколько задавать вопрос. Да. Вот это есть двойная форма, дорогие друзья, выбор и не выбор. Это все называется судьба. Вот у Низами Ганджеви, у восточных поэтов, это самое главное, вот это трактовало Тале. Мектуб, еще говорят по-арабски, это судьба. Кисмет? Да, кисмет. Вот то, что написано, аджон, говорят по-русски. На самом деле, вот я по Разилю Галееву говорю, они учились совершенно вместе с тем же Рубцовым. Я говорю, Разиля бой, это булурма Рубцов трунда. Жирак иде. Какой он был человек? Это был шахар иде якиокну. Кто он был? Да никто не думал, говорит, никто, что это Рубцов был. Тот, которого мы знаем. Это тот человек, с которым, ну, откровенно говоря, не особо хотел дружить. Вот. Толя Демьянов, наш русский поэт Анатолий Лоренцов, его хорошо знал по этому периоду. Возьмет рубашку, не вернет, порвет. Я как раз последние 3 дня, годины же были в Рубцове 19 числа. И как раз Крещенские, 45 лет со дня смерти, со дня гибели и 80 лет со дня рождения. Я перечитывал его письма, рецензии, 3 том собрания сочинений. Господи, быть хотелось от такой судьбы, от такой неустроенности. Нет, ну что касается рубашку не вернуть, стукнул по карману. Не Ну, звени, да. стукнул по-другому, не слыхать. Быть хотелось Если от только такой Боже слеми, неустроенности, то поеду в Ялту всего. отдыхать. Человек, живущий на медные деньги. Я помню За воспоминания. 1,5 года до смерти он впервые свой угол получил. Приехавший в Ему Москву. Но вы знаете, Людмила Дербина, вот, она же, знаете, правда всегда видно где-то не слева, не справа. Она ведь довольно немало выступает. Ну как же, С рассказами о Николае Рубцове. И никто не знает, что случилось там. Подушкой удушила она его или не удушила. Это... На самом деле, для того, чтобы читать, вообще воспринимать поэта, да, нужно делать для себя лично. Либо ты смотришь на его рубашку, личности, как он пил, да, либо ты смотришь все-таки на его стихи, тебя пронзают. Один Пушкин, который наплодил 4 детей. Да. Там Пушкин дневника, и Пушкин, я помню, чудное Пушкин, который вот Да, Пушкин имеет 135 тысяч долга, едет в кондитерскую, покупает пирожки, едет за Донзасов и едет на дуэль. Так ведь? А что там вот сантиметровый 4 ребят? чтобы в ухе ковырять. Нет, вот я, например, И ночную писала колбаску диплом. писать Бородино утром. Понимаете, я писала диплом по Рубцову, да, и вот я такая студентка, прихожу к своему руководителю и говорю, вот ведь, блин, написал стихотворение, там пришел домой пьяный, там, и долго потом не смолкала его полуночная песня. Я говорю, представляю, дети, значит, спят, жена там психует, он сидит на кухне, блин, орет. И мне преподаватель русской литературы говорит, вы вообще ничего не понимаете. Ведь, понимаете, здесь ведь такая пронзительная тоска, одиночество, там, свой среди, ну, чужой среди своих, да. И вот потребовались годы, чтобы вот это понять, да. А первоначальное такое восприятие, чисто бытовое, да, как, конечно, картиночка. Но это опять же, вот как Мандельштам, человек, с которым... Да, и по сути мы можем остаться вот на этом уровне, да, и не подниматься. Все, давайте спишем, Бог себя там вел, да, на соседа накричал, в подъезде наплевал. Но поэзия, это не то, понимаете, вот, а что вы сейчас говорили, мне кажется, вот мы стоим вот на уровне вот этих людей, которые лепят слова в предложения, да, и не, то есть, понимаете,
Они не могут через что-то перепрыгнуть. Хорошо, вы знаете, что такое поэзия? Я не знаю, что такое поэзия. Я тоже не знаю, мы к Но мы этому всегда ходим. это чувствуем, когда читаем да. Мандельштама. Чувство, Да, да, понимаете? А вы смотрите И вот я хотела... как будто миф, да, как будто миф. Это, ну, в смысле, то есть человек. И вот вам Я так, говорю... я почувствовала вашу личную обиду, что Подождите, вам сказать много дайте. мифа, Ага. и вам так обидно, поэтому славы не хватает. Мне кажется, это так потрясающе, что нас потрясает разное. Да. Что любим мы разное. И иногда наша пена у рта – это не в защиту своего поэта, не в защиту своего вкуса, а нет, наоборот, это в защиту своего вкуса и в защиту своего поэта, а не потому, что мы объективны. А мы сами даже не можем объяснить, почему Мандельштам. Потому что дикая кошка, армянская речь мучает слух и царапает ухо. Это все на физическом уровне. То есть это такая работа со словом, которая на самом деле никакой работы не была. Просто у человека так был устроен позвоночный столб, и так работали его синапсы, так смотрели его глаза, так слышали его уши. И спустя там столетия или даже меньше, это так потрясает того, кто это видит и слышит. И слава Богу, я это призываю к другому, и мне не хочется спорить со Славой, потому что я понимаю, про что он Мы не говорит. спорим, мы обмениваемся, как говорил Генри, воланчиком светской беседы. Призыв-то очень простой. Если есть что-то потрясающее, удивительное и замечательное, как дети, сидящие ВКонтакте, обмениваются новостными картинками, ссылками, цитатами и так далее, вот не пропустить мимо уха, мимо глаз, мимо там, чего уж говорить, там сердца, души. Это, мне кажется, вот это очень важно. Потому что, когда Пушкин говорил, прощайте, друзья, книгам, я думаю, он говорил тем, которые прочитаны и хотелось бы перечитать, и тем, которые еще не прочитаны. А вдруг человек, пропустили. видимо, мало изменился по своей сути. Несмотря на контакт, несмотря там, на смартфон. Нет, я думаю, что, Если Сережа, его они задевает другие Путин, сейчас если его все задевает равно. Мандельштам, если его задевает Рубцов, Бродский, там любые имена могут быть. Есть имена людей, которых уже нет. Я хотела вот бросить реплику по поводу личного знакомства и дружбы. Мне вот рассказывал человек, который видел Ахматову в столовой. Вот она приходит, Анна Андреевна покушала, ушла, да? И вот он говорит, вот я бы мог к ней подойти. А что я скажу? Здравствуйте, Анна Андреевна, да? Я вас люблю. Что там вы, манную кашку, ну как там, типа она сегодня, да? А зачем эти контакты, когда она выразилась как личность совсем другом? Ну и что он сядет с ней за один стол в столовой? Понимаете? И что такое вообще дружить с поэтом? Дружите с его творчеством. Оно есть, понимаете? Откройте вот это вот, посмотрите, он туда отдал все самое ценное. Вообще, что, может быть, он никогда ни в какой беседе даже другу не расскажет. Понимаете, признание, непризнание. Я только лишь отвожу это жизненной человеческой судьбе. Кого-то увидели, кого-то заметили, гроб сходя благословил, кого-то не увидели. И поэтому говорить, что Мандельштам выбрал свою судьбу, это будет правильно. Но еще будет правильно, конечно же, о поэтической судьбе. И мне хотелось бы заострить внимание на этом судьбе. Кому что дано? Богу Богово, Кесарю Кесарева. Помните знаменитый Сергея Есенина «Я дудка Божья» на самом деле. Вот. А по Мандельштаму я интернет смотрел сегодня, Господи, вся страна гудит Мандельштаму. Вся страна гудит Мандельштаму. И от этого я соединяюсь к речам Юрия Полякова. Когда супруга Солженицына уже подняла огромные мероприятия, уже 2-3 года мы будем жить под волной Солженицына, но ведь в это же время есть выдающиеся поэты, писатели другие, Юрий Казаков, другие. И как-то вот нам надо бы вот это найти среднее и своего любимого поэта или другого, я не знаю. И мне очень хотелось бы, конечно, знаете, кто-то вот крутил какие-то вот столы, вызывают дух. Наталья, вы этим не занимались? Нет, я очень... На филфаке, на русском отделении вызывали духов в общежитии. Ну, кто-то, наверное, да. Ой, какие времена были чудесные. Вот. Можно вот я Да, нужно. Я принимаю стихи через себя.
Они пропускают их, и какие мы стихи вот запоминаем из школы, запоминаем те, которые прочитали, только те, которые вот прошли через меня, которые у меня сели. У Мандельштама, вот он, вы знаете, он видит, он пишет, я это тоже вижу, но мне почему-то в голову не пришло, а когда я прочитала, так ведь вот оно, это же тоже и мое. И мне кажется, вот тут вот миф не совсем вот он играет роль. Мне кажется, Он играет... имеет для неподготовленного Да. читателя, для ребенка, Подтянуть его. для молодого человека, А заинтересовать, вызвать интерес, не более того. А молодой когда только втянется, когда ему это нравится. Ну, вот Когда эти- он чувствует, что он в этом, и это для него. Так вот получается. Почему Мандельштам оказался Понимаете, Из сейчас мифов о это вот Мандельштаме моё. есть, Журнал. конечно, несколько важных моментов. Ну, вот то, что он дал пощечину, Да. Блюмкин, когда расстрельные списки целыми подписывал. Или когда пайка его сохранялась, он лежал под нарами. И, значит, хлеб этот ели другие заключенные. Тот, может быть, там лишний месяц прожил, или, я не знаю, может, вообще жизнь его была спасена. Или еще что-то. Какие-то они все потрясающие, понимаете? Какие-то все они необыкновенные такие. Но это же, я убеждена, этого можно вообще не знать. Вообще не знать. И тем не менее, вот там чрезвычайно очарованным Мандельштамом Вообще быть. интересно Для меня составить это вообще мнение камертон человека, такой. Не знаю его судьбы абсолютно, Да. только по стихам. Да, Да, это да, совершенно невозможно. А возможно. Я тоже как раз на Возможно. стороне Сергея. Как раз, Совершенно точно, потому что поэтического жеста никто не отменял. А все ушки, человеческие отношения, позиции, отношения к женщинам, к детям, там, это видно в стихах. И мне кажется, что проследить, уж по крайней мере, человеческую эту позицию, точно по стихам можно. Судьба, не судьба. Когда, Каким он был знаете, человеком, это... мы однажды сидели и пили чай, ну, может, и не чай. Была прекрасная поэтесса Алла Кузнецова. Да, замечательно. Замечательная поэтесса, но как она жила, это ее личное дело. И я ей сказал, будучи максималистом, мы юноши все максималисты, Алла Алексеевна, говорю, мы же завязки с вами, я бы вас так любил, если бы я вас не знал. То есть по стихам. Но потом годы прошли, и мне дорога каждая минута, с которой ее теперь уже нету. То есть отринуть биографию от поэта невозможно. Ну, это потому, что вы лично были знакомы. Да, Кому да. сейчас важно, что Некрасов был картежник? Да. Ну, вот кому? Хоть одному Нет, человеку. мы говорим вообще о принципе слова. То есть вот интересно было бы Нет, вот так вот каждый читать. уже тут выбирает на вкус и Понятно, цвет. что это очень Один сложно. берет в купе, как это было, Собакевич говорил, это уж у кого вкус, кому нравится поп, кому попадья. Вот. Ну, это уже Другого не тоже назвать не идеоправлением, это уже такое просто Если ружье вытаскивание появилось, грязного пусть белья, стреляет. когда Да, муссируется то, что это спала там. Сережа, давай-ка включим Да-да. песню. Поэтому Вот сейчас это... По поводу нелитературного Ижевска. Он, конечно, город изначально не литературный. Да. Но Так как, он еще и Ну, голову люди ломал. его делают. как посмотреть? Литературно. Самая литература, техническая интеллигенция, она в первую очередь увлекалась литературой, по-моему. А теперь давайте, вот у Дора Израиля завтра наверняка будет говорить про Елену Александровну Мелиор, которая 20 лет преподавала здесь, в пединституте. Вот, и жила она, сейчас я пока буду разговаривать, в доме по улице Свободы, так, не надо убавить, преподавательский дом. И наверняка вспомнит то, что есть стихотворение Якова Година, посвященное Мелиор. Человек, выбывший из большой литературы, из столиц, но вот, тем не менее, работавший, ну, конечно, я думаю, что он писал больше на злобу дня, и за подписью дядя Яша. Вот, у него есть стихотворение, посвященное Елене Александровне Мелиор. А Елена Александровна преподавала античность, античную историю у историков. И вот к ней приходил маленький Сережа Дерендяев, которого тоже уже в живых нет.
Вот все в этом доме происходило, в этом чудесном доме. И Дора Израильна молодая приходила туда в гости к Елене Александровне. И Сережа, который там был совсем пацаненок еще, который увлекался Виталием Бианки книгами. И в то же время Елена Александровна переписывалась с Бианки и дружила с ним. Для Сережи это было жутко интересно все. Елена Александровна это круг Вячеслава Иванова, а Яков Годин это круг Сологуба, и с Блоком он был хорошо знаком. То есть вдруг... Нет, если покопаться по карте. Да. Смешение такое. Я думаю, что там много такого можно найти. Сережа, были бабушки красивые? Нет? Нет, я сейчас хочу спеть как раз «Улица Свободы». Вот дом Сережи Дерендяева. Когда Сереже исполнилось 60 лет, вот я ему написал эту песню. Там жили циркачи, преподаватели вуза, чего там только не было. А Сережа Дерендяев, тоже у него года полтора назад выходила книга «Кука с макой». Уже 4 года, да, 4 года у нас презентация была. Да, 4, неужели 4? Время бежит. Да, ну значит это допечатывали до меня дошло. Ну да, его в 2012-м похоронили. Да, мы успели еще презентацию. Да, время-то как летит. Вот я хочу спеть песню. Это абсолютно реальные люди. И там Шура, моряк, который дарит марки ребенку. Потому что закрытым абсолютно Ижевске вдруг Елена Александровна Миллиор, Яков Годин, этот Шура, который жутко засекреченный моряк, приезжающий к родителям в гости и дарящий сингапурские марки ребенку. Сережа, у него был шок, когда ему было 17 лет, по-моему, в 10 классе, он был юный такой корреспондент на радио, и он впервые увидел немца, живого немца, иностранца из ГДР. Ну, конечно, тут не в счет мадьяры и немцы, которые были военнопленные, это совершенно другая история. Улица Свободы. Мы на улице Свободы проживали наши годы, там, где разные народы поселили в общий дом, где отчизна всем знакома, от двора до гастронома, и ларек манил нескромно разговорным языком, где отчизна всем знакома, от двора до гастронома, и ларек манил нескромно разговорным языком. Мы на улице Свободы вдоволь видели природы, все победой жили гордо, хоть прошло немало лет. Где вы, пленные мадьяры, что дрова каули рьяно, все-то нам казалось рано, до эпохи сгинул след. Где вы, пленные мадьяры, что дрова каули рьяно, все-то нам казалось рано, до эпохи сгинул след. От улыбки или старки поцелуи стали жарки, а еще там были марки, что дарил сосед моряк. И за то спасибо Шуре, сверхсекретнейшей натуре. Вы бывали в Сингапуре? Ну а Шура только так. И за то спасибо Шуре, сверхсекретнейшей натуре. Вот вы бывали в Сингапуре? Ну а Шура только так. Где-то улица Свободы, детство голубые своды, ресторан под боком отдых, и еще нет кафе Пингвин. Даже если с переплатой не купить билет обратный и свободный бородатый, я стою совсем один. Даже если с переплатой не купить билет обратный и свободный бородатый, я стою совсем один. Вот, это дом, где жила Елена Александровна Миллиор. И вот к Мандельштаму тоже об учителях надо сказать. Это все-таки Тинишевка была, Я которая считаю, дала... напомнили, что так Мандельштаму песни имеет Конечно, непосредственно. она же дала Мандельштаму. Ей бы Потому больше что вообще ничего не как надо и было бы воздух делать. это, и Тинишевке-то, и этого хватило бы. Мне кажется, что А вообще вот там все взаимосвязано, все города, все населенные пункты, все села, все деревни, они все пронизаны духом поэзии, потому что
Ну, не Есенин, так Клюев, не Рубцов, так ну, Кама, пожалуйста. Кама воспитана Мандельштамом, вот она Да. рядом И течет Гальянок. Пастернак, он зиму прожил. Да. Пастернак, который писал о Бежевском пруде. Ну, я не знаю. Дедушка Катаева, который служил, Валентина Катаева, который служил здесь священником. Я вот не помню, в Александре Невском точно или нет, а вот в Глазове это точно абсолютно. Ну, масса. Все на самом деле, вот Коля Мрыкина, я тогда слово еще одну песню спою, посвящение Коле Мрыкину. Да. Там и черты не упоминаются, где Мандельштам был в ссылке. Дело в том, что Коля родился... Коля вообще-то чистая, светлая душа. Он очень много писал. Да. Ему бы хорошего внутреннего редактора, и вот из всех его сборников сделать один сборник. Не только даже внешнего хватило бы Да, на первые. это абсолютно искренний, порядочный. У него Сергей, не... подожди, а разве у Мрыхина нет ни одного сборника? У него 5. Нет, Очень ну, много. много, да. Пять или Он семь. имеет в виду отобрать, ты не дослушал. Да, Сделать да. один. Делать один. Качество. Отжать. Да, потому что я говорю, Коля, у тебя есть внутренний редактор? Да он есть, но он такой либеральный. Ну, Коля, это абсолютно искренняя, чистая душа. У него не громкий голос в поэзии, абсолютно не громкий, но он очень чистый, очень такой, ну его не спутаешь ни с кем. Узнаваемый. Да. Вот я спою песню, которая называется «Пермия». Коля родился на поселении, его родители донские казаки в Пермском крае, Пермской тогда области. Вот. И как раз мы с ним как-то говорили вот о древней истории этой земли. А он же в полях проводился, где-нибудь в Дебесах выйдет из леса большой, заросший, там в рубахе такой мешковатой. Кто это к нам вышел, Тамара Леонидовна Комарова писала. Бас, там интервью, подборочки в Кулина. А я недавно в Воровае оказался случайно. У него посвящение есть мне. Раскладушечку давлю в деревеньке Воровай, так начинается. Вот я посмотрел на Воровай, так Колю вспомнил. Пермь — это огромная территория. Это не имеет отношения к Пермскому краю или городу Перми. Это от Вычегды до Волги. Территория, где рождались будущие народы. По-удмуртски деревня, гурт. По-пермяцки деревня, город. Здесь и реки Адани бегут, и границею не забор. С Илвасивой затеют спор, только Кама помирит всех, и ведут века разговор на крутых берегах рек тех. Тракт сибирский в березах весь, от Дебес дорога одна. Что не город здесь, что не весь, словно в капле страна видна. А страна моя велика, да поди-ка ее измери. Летописцы в былых веках называли великой Пермь. Прежней черты не сыскать, и, наверное, неспроста до Казани 100 дней скакать и до Хлынова год плутать. Можно жителей той страны лишь беспамятством напугать. Здесь предания старины все равно, что лесная гать. Одному на всю жизнь кунгур, а другому лесной простор. А по-удмуртски деревня гурт, а по-пермяцки деревня город. Ты у Вишеры расспроси, белой Каме прошу, поверь, испокон веков на Руси называли великой Пермь. Ты у Вишеры расспроси, белой Каме прошу, поверь, испокон веков на Руси называли великой Пермь. Я хочу показать одно стихотворение. Оно будет именно мандельштамовской. Я не хочу, так сказать, входить в его в ауру. Мы живем под собой, не чуя страны. Но есть такие вещи, о которых нельзя не писать. Поэту или писателю.
вообще каждому человеку не думать. В Пихтовке я писал очерки по приглашению руководства. Прекраснейшие, интереснейшие люди, рыбаки. Цикл очерков я написал, опубликовал. И ходил по окрестным деревням Воткинского района и поближе к Каме. И где бы я ни был, старики и старожилы говорили, здесь удмурты раньше жили. Вот старые деревни русские, которые сейчас живут, вот здесь раньше удмурты жили. Да, было на самом деле так, что после так называемого добровольного воссоединения русские императоры, значит, проводили политику освобождения транспортных путей. Кама, транспортная река, считалась, и 60 километров коренное население было депортировано от берегов Камы. И от этого я ходил по этим деревням и просто чувствовал какое-то свое родное. И вот совершенно внезапно получилось такое стихотворение. То есть история, она идет по спирали. Было уже все. И депортации были, и при царе были, и были люди избранные, были неизбранные. Вот. Но поэзия, конечно, нас все равно всех объединяет, как бы мы ни были разные. Если сейчас я найду стихотворение. Стихотворение довольно грустное, но оно вписывается именно в сегодняшний вечер беседы о Мандельштаме. Помните, Пастернак, по-моему, первый раз читал, ведь, да, это свое живем с собой ничего странного. И стихотворение к ночной Каме. Своим путем, неслышно уходя, моя река, несущая века, передохни чуток, меня найдя на берегу твоем у костерка. И не дыши ты стужи в меня, чуть задержи дыхание свое, пусть волны твои старости меня в сон отведут окрест осевшее жулье, пусть сны недобрые придут к тем, кто сюда незваными пришли, и пусть в них души отведут земли твоей защитники, что полегли. На берегу твоем мой костерок поминной свечкою горит, по предку, что в годины срок на родине своей был пришлыми убит. Ты не молчи, мой костерок, горящим сонмом быстрых язычков. Вот Бог, а вот вам и порог, им возопи стрельбой сучков. Ах, Кама, вещая река, шаги твои теперь уж не быстры. Несешь теперь веропорожние века, и гасятся удмуртские костры. Есть такие стихи, которые нельзя не писать. И когда я смотрю по судьбе Осипа Эмильевича Мандельштама, его боль, не имперского, может быть, представителя, но совершенно избранного своим путем, она не может не отзываться в сердце любого человека. Вы правильно говорите, поэзия это то, что нам непонятно, но то, что нам нравится. А мне хочется еще сказать, что поэзия это то, что заставляет человека все же быть человеком, себя чувствовать. И я не знаю, это к месту или не к месту все это проводится. При Мандельштаме читать стихи, конечно, тяжело. Но ведь всегда была великая музыка, и были топеры. Топеры тоже на свете нужны. И вот, знаете, я, наверное, потом как-нибудь при следующей встрече почитаю свои новые стихи. Володя Романов купил книжку Тряпкина Николая и мне подарил. Вот маленькая, 15 копеек стоила. Господи, я думал, что величественнее поэта в русской литературе уже нет. Я думал, как? Вся жизнь прошла, а я Николая Тряпкина не знал. И мне это казалось какая-то несовместимость несерьезной фамилии с такой огромной великой поэзией.
Это было Ну, мы с удивительно. вами встречаемся не первый раз, вы, видимо, меня помните. Я хочу Да-да. еще раз сказать то же самое, Да-да. что говорила вам в тот раз. А что мы так торопимся с современностью-то? Понимаете? Чего? Вот есть сейчас другие. Так Мандельштам и есть современность, понимаете? Это, кстати, даже по меркам как бы истории и литературы совсем небольшой срок. Понимаете? Ну, Совсем небольшой. Просто Наташа, нам есть из чего выбирать, слава богу. А Слава в- богу, И вот когда мы Да. говорим, Сережа, что он Про третьестепенный поэт, так это потому, что русская литература Это мы не говорим, мы ногами просто- Нет, ходит он по передал бриллиантам. чужую Ну, точку я зрения понимаю, другого да. человека он передал. Я знаю, да. Мы ходим по бриллиантам, по россыпи, понимаете, мы Ну это да. все топчем. У нас такие просто несметные богатства. Мандельштам мог действительно быть далеко не первым поэтом своей эпохи. Да, Это да, ключевое да, слово. да. Потому что там были Блок, Маяковский и Гумилев. Хлебников. Велимир Хлебников, да. Северянин был круче Хлебникова. Нет, той не, эпохи. Марина. Наталья Витальевна, я говорю, Да, эпоха. Да. Я не говорю, Есенин, я не Блок. говорю в перспективе истории литературы. Клюев тот Я же. говорю Восприятие вот эпохи. Серебряный век и восприятие современника. Блок однозначно. Это вот была просто такая высота. Да. Гумилев, Согласна, разумеется. да. Маяковский, ну, скорее все-таки северянин, мне кажется, нежели Велимир Хлебников. А вот потом, когда ушел и Гумилев, и Блок, ну, Маяковский, конечно, чуть попозже, но Причем тем не менее. нехорошо ушли. Причем, да, В том причем смысле, ушли-то они изучение тоже как бы литературы. так очень знаково. Ну, было там под вопросом, И конечно. когда изменилась сама эпоха, и действительно, когда судьба встретилась с Мандельштамом, потому что вот если брать рамки Серебряного века там с 13 до условно 21 года, гибель Блока и Гумилева, да, то вот в это время, в принципе, ну как таковой судьбы у Мандельштама не было. Судьба началась позже. Собственно, он был мальчишкой практически. Ну да. Молодой Нет, ну с поэт. 13 года, если я не ошибаюсь, в 13-м вроде бы вышел его первый сборник. В 16-м. Камень. который 16. называется. Ну, «Бессонница, 16-го Гомер, вышел другие паруса» до «Прелестнее». 15-го года. Камень в стихотворение. 16-м. Ну, неважно, ладно. Да простит меня дура Израиля, который здесь нет. Она нас простит всех. Я просто 3,5 года сидела у нее на спецкурсе. Я забыла. Ну ладно. Ну так вот. И Да-да-да-да. вот уже в перспективе, когда Мандельштам встретился со своей судьбой, вот тогда он стал тем, про кого Ахматова сказала, ну, и про себя в том числе, нас 4. То есть эти 4 были Ахматова, Мандельштам, Пастернак, Цветаева. Я получила гуманитарное образование, Пермский государственный институт культуры, литература достаточно глубоко преподавалась, но если говорить о роли учителя, как раз что касается творчества Мандельштама, наверное, мне не встретился такой учитель, который бы вот заронил в мою душу вот, привязанность к его поэзии или хотя бы интерес. А сейчас по роду, так сказать, своей службы я, наверное, уже далека от поэзии, хотя с одной стороны, да, это библиотека, но с другой стороны, там свои... Вот я вновь вернулась в творчество Мандельштама, и что мы сегодня с вами... Вот это, то есть вот здесь в основном у нас круг собрался, который достаточно профессионально занимается литературой. Вот я не занимаюсь профессиональной литературой. И что я почувствовала вот сегодня на своем определенном, так сказать, жизненном отрезке времени, с определенным опытом жизни, мой вывод того, что не судьба его нашла, он сам свою судьбу нашел. Выбор всегда у человека есть, и то, что я, какие стихи его вот прочла, то, что он писал до революции, что писал после революции, потом определенный этап 30-е годы, он бы мог промолчать. Вот даже что у моей памяти осталось, мне может быть сейчас... А как вы вот воспринимаете, Татьяна Владимировна, вот он написал вот это свое стихотворение, я не думаю, что оно стало основой его ареста, но все же послужило. Он бежит за Пастернаком, ну как рассказ, вот эта легенда. Что вот так Пастернак ему говорит, это не стихотворение, это акт самоубийства. Я не хочу в этом участвовать. Вот, это, то есть,
Вы правильно? Он искал сам Да. Вот кошка, которая скребет на свой хребет, да? Это мое личное Да. что абсолютно выбор. Но что касается, абсолютно правильно говорить, что мы, например, мы размышляем о чем-то, о жизни, и потом вдруг находим те свои мысли, свои чувства в поэзии. Может быть, и в прозе находим, что оказывается, да, есть люди, которые также мыслят и чувствуют, как мы. Но вот меня вот лично поэзия... Скажите, а почему он это сделал? Как вы думаете? А я считаю, что это стихотворение малозначительное в поэтическом вообще наследии Мандельштама. А вот оно вообще вообще не поэтическое. Оно факт биографии. Это может быть как факт биографии, но я тут абсолютно тоже с мнением согласилась, что все-таки творчество и биография неразрывны. Вот я даже не ожидала, что я пришла вообще-то сюда сегодня познакомиться с творчеством Мандельштама. По-новому взглянуть. Но я не могу сказать, что познакомилась я не познакомилась, но я рада, что встретилась с такими людьми, которые размышляют, которые неравнодушны сегодня то, что у нас, наверное, и в стране, и в обществе происходит. И я рада то, что сегодня такие имена вспомнились, тоже согласна, что есть имена, которые не менее и по уровню, наверное, своего поэтического или прозаического дара, Аллу Алексеевну вспомнили, Николая Павловича Мрыхина. И когда Сергей Алексеевич вспомнил песню, вот я вот прямо почувствовала этого человека, и я счастлива, что я знакома была, я общалась. И, может быть, да, мы все со своими недостатками. Но это настолько интересные люди. Вот мне, например, поэзия Николая Павловича Мрыхина намного ближе, чем Мандельштам. У меня даже какое-то просветление. Может, у меня настроение такое, мне хотелось чего-то светлого, но я от Мандельштама что-то светлое, вот, для себя в жизни получаю наоборот. Я начинаю где-то погружаться. Мне размышления, мне еще как-то вот становится более, ну, наверное, тяжело. Какие-то судьбы нашей страны, причем не простые судьбы. Сложное время, но у нас, наверное, никогда простого времени нет. Я не имею ни образования, там ничего. Ой, как хорошо. Да, хорошо, замечательно. Я, конечно, вот то, что, допустим, как раз нет образования, то есть получается, что нет ничего, да? То есть абсолютно белое сплошное пятно, на котором можно рисовать. Ну, сейчас не помню дискуссию это заводить. Да, я про что хочу сказать. Вот, допустим, я вас слушаю, вы все профессионалы, вы так говорите, вы все в теме, вы все это знаете, и вы общаетесь. И, как бы сказать, вот у меня была ночь, мне вчера вот Наталья Витальевна позвонила, сказала, пригласила я сюда, у меня была всего ночь. У меня небольшой сборник Мандельштама есть. Я, значит, вот ночь у меня была на то, чтобы вот хотя бы, пробежаться, то, что есть. И вот как у нас страна, вот я всегда говорю, что мне горько за свою страну. Я патриот, и никуда я отсюда никогда не поеду, даже из Ижевска своего любимого. Только уж если очень нужда заставит. Но, значит, я говорю, вот мы, имея то, что мы имеем, все недра наши, леса, люди, там все, мы так живем. Вот это грустно. И точно так же вот и литература, и поэзия. Вы вот в этом, вы знаете это, вы живете. А то есть то, что вот это все поверхностно, и вот, как говорят, Ижевск не литературный город, неправда. Вот вы знаете, вот даже то, что сейчас я буквально, третье, четвертое, общение происходит в этом кругу, я никогда не слышала, что есть вот эти вот объединения, что можно пообщаться, что можно послушать. То есть нет рекламы. Вы вот, получается, сами для себя и сами по себе. И мне хотелось бы вот то, что таких, как я, которым можно открыть, делать там все, я думаю, что нас немало. И сейчас, когда ты бежишь по жизни, надо тебе зарабатывать хлеб, растить детей и так далее, то бывает не до этого всего. А когда ты вот уже есть возможность остановиться и подумать, и прочувствовать, и вспомнить то, что было, то есть это вот так чуть-чуть касаешься где-то чего-то, где-то слышал, где-то видел. И поэтому я вам очень благодарна за то, что, конечно... Вот я вас хорошо спровоцировал. У меня на Украине, или в Украине сейчас говорят, мы в советское время
очень часто встречались Больше как все. прекраснейший поэт, слышали, может быть, нет, украинский поэт Петро Стус скончался здесь, в Пермской области. Его сын, то есть Василь Стус, Василь. Ну, в лагере вроде поэт. Да, в лагере, в Пермской области здесь. Учитель, поэт, в лагере он здесь скончался. И у нас дружеские отношения с его сыном, Дмитро Стусом, он меня печатал на украинском языке. 70-е, что ли? Ага, да-да. И он сказал в одну из наших встреч, наконец-то я, говорит, сделал доброе дело. Я говорю, Дмитро, а как, что ж ти зробив, хлопче? Що у тебе? Так говорит, наконец-то мне удалось из программы обязательного обучения, из хроносистематии изъять творчество и имя моего отца. Что, говорю, а зачем ты это так сделал? Ну, со всеми возможностями. Потому что, говорит, школа, она не диктует любви к поэту. И все, он больше не сказал. То есть, видно, к поэту нужна своя дорога. И она идет, создается по судьбе. Ты можешь прийти к нему, ты можешь не прийти к нему. Я знаю очень много людей, быть на таких литературных встречах, вот я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что если бы он улетел в космос и взял бы с собой книгу Мандельштама, если бы ему только одну книгу разрешили. Это вы Дору Израиля не спрашиваете. Да, мы до Доры Израиля дойдем. И я бы взяла. Да, уже два человека. Вот Да. не зря мы встречаемся. Да. Я вообще не ожидала, что у нас состоится разговор по той простой причине, что мне всегда казалось, что дело даже не в элитарности, дело не в том, что мало полюблен. То есть я думаю, что аудитория у Пастернака, что там говорить про Цветаеву, Ахматову и новая мода на Маяковского, я смотрю на детские страницы ВКонтакте, там вообще в социальных сетях, то есть Владимир Владимирович у нас и на аватарках, и там еще где-то, то есть не проходила любовь к Хармсу вот у нынешнего поколения. Но интересно просто сделать анализ. И что-то, как вот Слава говорит, я что-то не замечаю там особой любви. Я этого тоже не вижу, потому что мне показалось, что фильм такая лакмусовая бумажечка. Они слышат это как совершенно новый звук. То есть, как сказала Ася, мам, прости, все головы в книжке. То есть это еще и очень сложно, ну просто прочитать строку. Не «Мороз и солнце, день чудесный», не потому что противопоставление Пушкина и Мандельштама, а потому что строфика сложная, звукопись сложная, синтаксис сложный, образная система, все сложно. Там вообще. Да, но услада огромная, и Да. я думаю, что на самом деле где-то же была какая-то статистика по поводу того, сколько сейчас читают поэзии. Меня убила цифра, то есть вообще читают 5 поэзию, не вообще. Читают 5. Я читала 5. Всего 5. Вот, 5% А читающего, не всего населения, Это же а закваска читающего. самая. То есть из 100 Соль. только 5 человек читают, вот когда-то там выборки не было, читают поэзию. То есть, может быть, это... То есть, мы же не для Может, того, этого чтобы... достаточно? Для Я думаю, что современников? да. Да. Я думаю, что да.